Итоги уходящей недели в информационной программе «Вести Тимана». В студии Елена Двожик. Здравствуйте. Сосногорский районный совет ветеранов подвел итоги работы за 2015 год. На отчетном пленуме был заслушан доклад председателя организации Ольги Корякиной о проведенных мероприятиях, а также озвучены планы на ближайшие месяцы. Как отметила Ольга Корякина, на сегодняшний день на учете в Сосногорской районной ветеранской организации состоят почти 11 тысяч пенсионеров. По сравнению с 2014 годом количество членов выросло почти на 200 человек. Что касается участников Великой Отечественной войны и других категорий льготников, относящихся к ним, их количество меняется, можно сказать, ежедневно. На начало года участников Великой Отечественной войны было 20 человек, а на настоящий момент уже 15. К большому нашему сожалению, в силу возраста и болезней, ветераны один за другим покидают нас. Но в нашем регионе и в нашей республике в этом году оказано внимание такой категории, как дети войны. Они получили и получают, если еще не получили, единовременную выплату ко Дню Победы из республиканского бюджета. Денежная выплата детям войны в Республике Коми существует с этого года. Новая форма социальной поддержки появилась по инициативе руководителя региона Сергея Гапликова. Республиканская денежная выплата предоставляется гражданам России, родившимся на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В Сосногорском районе выплату получили 2643 человека. В течение 2015 года проводилось множество мероприятий, направленных на занятость людей преклонного возраста, а также патриотическое воспитание молодежи. Приоритетным направлением оставалась социальная помощь пенсионерам. В рамках социальной защиты оказывалась адресная помощь по акции марафона «Мы наследники Великой Победы». Оказано в 2015 году этой материальной помощи на сумму 247 368 рублей и 0,5 рубля. 368,5 рубля. Помощь получили 45 человек. В завершении Ольга Корякина отметила, что в 2016 году будет продолжена работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и социальной поддержке пенсионеров. Также члены Совета ветеранов планируют посетить исторические места села Устюхта совместно с Советом ветеранов СГПЗ. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске на этой неделе прошел муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо-2016». Внимание, марш! Традиционно местом проведения конкурса стала 3-я городская школа. Помимо хозяев соревнований, в нем приняли участие юные инспекторы из 1-й, 4-й и 5-й школ, гимназии, кадетской школы, а также школа номер 1 поселка Нижний Одес. Каждая команда-участница предварительно выиграла внутришкольные соревнования. Данное мероприятие сегодняшний день направлено на обеспечение безопасности, воспитание молодого поколения, именно воспитание в ребенке соблюдение правил дорожного движения, поведение ребенка на дороге, безопасным поведением. Участники конкурса показали свои навыки фигурного вождения, а также знания теории, в том числе и как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Кроме этого, было и творческое задание. В результате победителя муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо» стала команда школы номер 3. Теперь ей предстоит участие на региональном этапе конкурса в Сыктывкаре. Учащиеся школ Сосногорска и Нижнего Одесса приняли участие в экологическом слете юных экологов. В этом году конференция защитников окружающей среды была посвящена 95-летию Республики Коми. Свои работы представили более 50 школьников. Среди авторов исследований как учащиеся младших классов, так и старшеклассники. Ребята здесь собираются разные, показывают очень интересные и значимые знания. Конкурс направлен на сохранение окружающей среды нашего района и города. Соответственно, дети показывают различные знания в исследовательской деятельности, создают различные социальные значимые проекты по охране нашей окружающей среды города Сосногорска. Свои работы юные исследователи представили в нескольких секциях. С докладами выступили знатоки животного и растительного мира, почвы, водной и воздушной среды. Оценивали выступления учителя биологии сосногорских школ, а также представители местных природоохранных организаций. Такие мероприятия необходимы, нужны. И я считаю, что не только слеты, но нужно другие формы использовать мероприятий.
Мне было очень приятно, что меня сюда пригласили. Авторы лучших работ были поощрены дипломами. Позже они представят Сосногорск на республиканском конкурсе юных экологов. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. 6 сосногорских старшеклассников из детской общественной организации «Созвездие сердец» представляли наш район на международном фестивале «Детство без границ». Мероприятие состоялось в Москве в начале мая. 2016 год проходит под знаком 55-летия первого полета человека в космос. Поэтому и фестиваль в этом году проводили неподалеку от звездного городка. А фестивальная смена называлась «Взлет.ру». Для подростков это не только возможность получить новые впечатления и знания, но и обрести новых друзей. На фестиваль приехали множество делегаций из Забайкалья, Бурятии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курской и Курганской областей и многих других. По словам ребят, особое впечатление у них оставили экскурсии. Они восхищались шедеврами Третьяковской галереи, сопереживали героя мюзикла «Легенда о маленьком сердце», побывали в легендарном цирке имени Юрия Никулина на Цветном бульваре. А экскурсию в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке им провели теоретики космонавтики, создающие сегодня новые космические корабли. Фестиваль стал еще и площадкой для проведения заключительного очного этапа международного конкурса «Детство без границ». В нем приняли участие 3 юных сосногорца. И, обойдя множество соперников, привезли в родной город 2-е и 3-е место в своих номинациях. В этом году мы реализовывали проект социальный, он назывался «Альтернатива». Он был направлен на подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы провели ряд мероприятий, например, школа безопасности, различные квесты и сам проект «Социальная альтернатива», где мы приглашали знаменитых людей нашего города для показа каких-либо мастер-классов. Главная цель этого проекта состоит в том, чтобы не нравоучать, как не надо делать, а рассказать, чем можно заниматься, как разнообразить свою жизнь и получать положительные эмоции. Этот проект был достойно отмечен на международном форуме. Вернувшись домой, ребята поделились своими впечатлениями от поездки с товарищами. Детская общественная организация «Созвездие сердец» вот уже почти 15 лет объединяет всех школьников района, начиная с 5 класса. За эти годы из-под ее крыла вышли несколько тысяч мальчишек и девчонок. Как организаторы, так и сами участники говорят, что многим «Созвездие сердец» помогло определиться не только с выбором профессии, но и воспитать характер и уверенно шагать по жизни с распахнутым сердцем. В Сосногорском технологическом техникуме вспомнили правила дорожного движения, используя при этом не совсем обычные наглядные пособия. Дорожные знаки, светофоры и прочие предметы можно было не только изучить, но и съесть. Подробнее о конкурсе «Сладкие правила» в нашем следующем материале. Конкурс знатоков правил дорожного движения и кулинарного дела «Сладкие правила» в техникуме проводился впервые. Участникам состязания, в число которых вошли студенты, обучающиеся по специальности повар-кондитер, а также преподаватели образовательного учреждения, необходимо было отобразить дорожную тематику в кондитерских изделиях и выпечке. Получились съедобные дорожные знаки, пешеходные переходы и даже пряничный пост ДПС. Делалось по оригинальной фотке ДПС. Решил, подали мне вот идею учителя. Я решил, нашел в интернете и начал готовить. Сначала тесто приготовил, потом все это вырезал постепенно. Оценивали мастерство участников конкурса педагоги, инспекторы ГИБДД, а также представители предприятий, занимающихся производством пищевой продукции. Впечатление у меня замечательное. Мне очень нравится, что технологический техникум на сегодняшний день уделяет профессии пекарь-кондитер такое внимание, так скажем, потому что на сегодняшний день эта профессия очень востребовательна. Также работы участников конкурса оценили и учащиеся 2-й Сосногорской школы. Для гостей техникума также провели экскурсию, мастер-класс по лепке из мастики и лекцию, посвященную правилам дорожного движения. Сегодня для вас у нас проходит конкурс «Сладкие правила». А знаете, какие правила? Дорожного движения. Да. И вот в рамках этого конкурса будет очень много интересных мероприятий, которые, я надеюсь, вам очень понравятся. В результате самые красивые по форме и вкусные по содержанию работы были отмечены дипломами и денежными призами. Достались награды и победителям в различных номинациях конкурса. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. 2 и 3 июля в Сосногорске пройдет «Рок-фест-2016». В этом году он пройдет под эгидой празднования 95-летия Республики Коми, изменит свой формат и станет более интересен не только для музыкантов, но и для зрителей, заявляют организаторы.
В этом году мероприятие вновь пройдет на лыжном стадионе Черемушки. Сейчас идет прием заявок от участников, в том числе и лауреатов прошлых лет. Не только из Республики Коми, но и из других регионов. По традиции к конкурсу допускаются музыканты, работающие только живым звуком. В честь празднования юбилея республики организаторами мероприятия предусмотрена особая номинация «Исполнение репертуара на национальном языке». Музыкальная программа фестиваля, как всегда, обещает быть яркой и разнообразной. В этом году впервые участники смогут расположиться на территории проведения рок-феста в палаточном городке. Можно будет как привезти палатку с собой, так и взять ее на прокат. Для участников фестиваля будет организована бесплатная парковка для автомобилей. Жителям палаточного городка будут предоставлены душевые кабины. На удобном расстоянии от стадиона расположатся пункты питания. В свободное время участники и гости праздника смогут посоревноваться в игре в мини-футбол и волейбол, поучаствовать в рыцарских турнирах и казачьих играх, освоить навыки верховой езды. Не пропустите шанс стать участником самого жаркого события лета 2016. Заявки от музыкантов на участие принимаются до 15 июня. Участники должны предоставить заявку, аудио или видеоматериалы, информацию об истории группы и технические райдеры на электронную почту, которую вы сейчас видите на своих экранах. На территории Сосногорского района с 29 апреля действует особый противопожарный режим. На данный период установлены дополнительные меры пожарной безопасности. А это значит, что к нарушителям применяться будут более строгие меры наказания. Тем не менее, в настоящее время Сосногорский район остается на втором месте в республике по количеству загораний травы, мусора и бесхозных строений. Чаще всего к возгоранию приводит элементарная халатность и хулиганство. Во время проведения регулярных рейдов сотрудники ОНД и МВД с незавидным постоянством выявляют граждан, нарушающих запрет на разведение костров, приготовление шашлыков, сжигание отходов и мусора. Сотрудники надзорных органов напоминают, что за подобное нарушение им грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. А за разведение костров в лесу или ближе 100 метров от него любителям шашлыка грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Думаете, лесные пожары возникают так? Нет, это наших рук дело. И последнее. 26 мая в Сосногорском филиале Республиканской общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия на тему «Услуги, оказываемые Росреестром в сфере государственной регистрации прав и государственного надзора». На вопросы граждан будет отвечать начальник Сосногорского межмуниципального отдела управления Росреестра Республики Коми Виктория Калмычкова. Ваших звонков и обращений ждут с 11 до 12 часов по телефону 501 89. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью 13 градусов тепла, днем плюс 25-27 градусов. В понедельник ночью 18 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Осадки маловероятны. Такой была уходящая неделя. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. Новая информация в ближайших выпусках «Вестей Тимана». А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя и своих близких.